день российской печати состоялась встреча генерального директора акционерного общества «Водоканал» Анатолия Карджагасова. Анатолий Андреевич поздравил журналистов с профессиональным праздником и с наступившим Новым годом. Затем он сразу перешел к рассказу о работе водоканала за минувший год. С большой гордостью и чувством выполненного долга Анатолий Карджагасов поделился радостью. Выполнен ремонт первого коллектора. Коллектор номер 1 был построен еще в 1968 году на глубине 10 метров под землей и проходит под центром города. Практически с тех пор коллектор не ремонтировался. В первую очередь были отремонтированы коллекторные колодцы. То есть те колодцы, которые входят в сам коллектор. Далее выпускные колодцы, которые расположены в стороне. Ремонт проходил по новой технологии, позволяющей не вести земельные работы и не останавливать движение в столице Якутии. Первый коллектор расположен на центральной улице города Якутска, проспекте Ленина. Все работы велись под землей. Работы специально были начаты ближе к зиме, так как в это время грунтовые воды промерзают и не мешают вести работы. И на сегодня, к нашему удовлетворению, труба работает в половину уже. То есть у него даже запас появился. 7% запаса? Да, некоторый запас появился. Вот, поэтому мы незаметны для города. Я считаю, это гордость водоканальцев на самом деле, который надо было бы все-таки горожанам знать, что, по оценкам подрядчика, где-то еще на 50 лет мы продлили вот этот коллектор, работу этого коллектора. Мы осторожно для себя подмечаем, 15-20 лет может быть так для себя. Мы все равно более осторожную оценку даем. Подрядчик говорит, 50 лет спокойно будет работать. Сегодня работы продолжаются. Это мы только трубу поменяли, она работает, а сейчас идет очистка полностью. Ремонт канализационного коллектора – это лишь первый этап масштабной реконструкции проспекта Ленина. В 2022 году Якутия отпразднует столетие Якутской АССР. К этому времени центральная улица города должна будет полностью отремонтирована. Борьба с несанкционированным сливом фекальных вод в коллекторы водоканала города Якутска частными фекальными автомашинами, которые обслуживают частный сектор путем сбора фекальных отходов с частных септиков, нашла свое решение. Будут построены дополнительные сливные станции для фекалок. Окружная администрация города Якутска по предложению водоканала отвела земельные участки в районе ДСК и в северной части Якутска. То есть именно в тех местах, куда исторически фекальные машины сливали свое содержимое. В этом году мы заложили 2 мини-сливных станции. Для чего? Для того, чтобы было удобно ездить фекальным машинам, близко ездить. Мы в инвестиционную свою программу предусмотрели средства для того, чтобы там установить 2 мини-сливных станции. И когда они появятся? В этом году. В этом году мы сделаем. Благодаря главе Якутии Айсену Николаеву и работе правительства республики у акционерного общества «Водоканал» теперь один акционер – правительство Республики Саха. И сегодня водоканал имеет не 2 акционеров, как ранее, в лице правительства Республики Саха-Якутии и 2 город Якутск. Сегодня у нас один единственный акционер – это правительство Республики Саха-Якутии. Теперь работа Якутского водоканала связана с экономическим развитием столицы Якутии, и поэтому ведутся усиленные работы по обеспечению районов города Якутска водоснабжением и канализацией. Мы как раз завершили собственными силами реконструкцию водоузла Геолог, который находится на Беливино, это как раз нацеленная в сторону северо-западной части. Должны встретиться уже с администрацией города, с главой города, уже согласовать наши действия, чтобы не было таких, чисто формальных подходов, чисто чиновничьих подходов, потому что за эти годы, пока коллектор 3 строим, пока там птицефабрики делаем, оформляем свою землю и так далее, сервитут, там постоянно идет такая переписка, очень долгая, чтобы такого у нас не было.
Акционерному обществу «Водоканал» удалось в 2021 году сэкономить 1 миллиард рублей, которые «Водоканал» намерен вложить в городское хозяйство Якутска по своему профилю. Предполагается, что водопровод и канализация пойдут от поселка Геологов до примерно Ботанического сада Якутска. Таким образом, частный сектор по части Сергелякского шоссе сможет присоединиться к централизованному водопроводу и канализации. Начато строительство канализационного коллектора номер 3. Это позволит снять напряженную ситуацию и обеспечить надежность водоотведения потребителей в районах Залога, в 10 кварталах столицы Якутии, воинской части, микрорайона ДСК. Протяженность коллектора номер 3 – 5,8 километра. Ввод канализационного коллектора в эксплуатацию планируется в 2 этапа. Первый участок – трубопровод диаметром 600 мм от улицы Чернышевского 1/7А на глубине 5 метров до первой круговой развязки Покровского тракта на глубине 3,9 метра. Работы запланированы с 5 ноября 2021 года по 30 августа 2022. Второй участок – трубопровод диаметром 500 мм от первой круговой развязки на Покровском тракте Чернышевского 93 до улицы Автодорожной на глубине 2 метра. Работы запланированы с 1 октября 2022 по 1 июня 2023 годов. Технология строительства заставляет проводить ее в зимний период, во время замерзания грунта, чтобы исключить его обвалы в траншеях, прокопанных до глубины 5 метров, для укладки трубопровода. Кроме того, количество автотранспорта на дорогах уменьшается в зимний период. Согласно поручению главы города Якутска Евгения Григорьева, после завершения работ по строительству нового канализационного коллектора планируется расширение улицы Чернышевского на этом участке с 3 до 4 полос движения. Это позволит существенно повысить пропускную способность важнейшей транспортной магистрали южной части города Якутска. Не остается без внимания перспектива развития северной части города Якутска. Продолжаются работы строительства КОС «Жатай». У нас проблемы были с подрядной организацией. Конечно, в первую очередь были проблемы по проектированию. Проект, конечно, достаточно сырой, южный проект, да? Если наш СБОС находится внутри здания, а там просто емкость, и его вот так вот утеплили. И у нас очень большие сомнения, что может работать технология. Поэтому мы попытались поменять проект, и это, конечно, заняло очень много времени. Очень много времени. Но мы к износу должны, конечно же, в июле завершить, в конце июня завершить КОС «Жатай» и запустить его в работу. Затем снести старое здание КОС, и после этого тогда уже фонд реформирования уже примет полностью. На сегодня стоки «Жатая» без биологической очистки, чисто механическая очистка, и все идет, сливается в Лен. Поэтому, когда мы запустим вот этот КОС, он практически будет такой же, как в городе. Там прозрачная, чистая вода будет сливаться в Лен. То есть это экология. Предполагается, что после реконструкции канализационно-очистной станции в Жатае начнется строительство водоканальных сетей. И в северной стороне Якутска водоканал намерен благоустроить район Белого озера, Мархи и, возможно, микрорайона Сатал. Якутский водоканал теперь вышел на строительство и реконструкцию водоснабжающих сетей в районах Якутии. Подписано соглашение о сотрудничестве с администрациями Сунтарского, Хангаласского, Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Микино-Кангаласского и Инамского улусов республики. В селе Сунтар, благодаря совместной работе, в населенном пункте появится водозаборная и водоочистная станции мощностью 500 кубических метров в сутки и магистральные сети водоснабжения. Планируется, что проект реализует путем привлечения федеральных средств в рамках национального проекта «Чистая вода». Кроме того, соглашение предусматривает рассмотрение вопроса о строительстве в селе Сунтар канализационно-очистных сооружений. Уже полгода жители села Верхневилюйск потребляют воду качеством не хуже, чем в столице республики. Очистные сооружения, запущенные здесь в марте, подают кристально чистую воду, которую местные предприниматели развозят по домам. Также в прошлом году начали мы уже монтаж магистральных сетей кольцевых.
в селе Верхневилюйск и село Андреевское, ну это одно и то же, да? И мы его должны завершить в октябре этого года, переподключить все котельные, все многоквартирные дома, ну и начать подключение частного сектора. Начали строить там КОС, Верхневилюйск, уже с биологической, электрической, да? И тоже должны завершить к концу этого года. Надо сказать, что мы подписали соглашение и начали работу по Сунтарам. Значит, по Сунтарам, да, ну, я скажу так, там проект тоже достаточно сырой, поэтому мы как бы с тревогой ждем, как будут работы продолжены. Ну, сегодня идет как бы изменение проекта и так далее, да, стараемся внести, но тем не менее мы включились в федеральную программу. Из той экономии, которая у нас образовалась по другим проектам, мы собрали кучу и попросили фонд поддержать, и фонд поддержал, федеральный фонд, да, и перенаправили эти деньги именно вот Сунтар. Значит, в конце прошлого года завершили строительство водочистной станции в городе Покровск. И сегодня заказчик, это СГЗ, со своим подрядчиком ведут работу по устранению вот этих замечаний. И после этого устранения мы планируем где-то в марте начать испытания. Желательно, конечно же, провести испытания в период паводка, так как мы делали здесь городскую станцию, да, чтобы в самый такой момент испытать, как химия работает, как биология работает. И после этого мы уже подадим в город. Несмотря на различные трудности, включая пандемию и санитарные ограничения, акционерное общество «Водоканал» успешно выполнило свою программную работу в прошлом году. Благодаря работе Якутского водоканала появилась перспектива развития города Якутска и улусов Якутии. Видеоматериалы СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набираете Округ.тв, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ.